На 30 марта в Кыргызстане выявлено 10 новых случаев коронавируса. Все они жители Джалалабадской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на Минздрав. Так, число заболевших на сегодня составляет 94 человека. Медицинские работники Джалалабадской областной больницы 30 марта сняли на видео выписку 3 граждан, вылечившихся от коронавируса. Ранее сообщалось, что 3 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, планируют выписать из больницы. Повторные анализы были получены с отрицательными результатами. Из-за пандемии коронавируса практически во всем мире прекратилась деятельность некоторых предприятий. На сегодня, 30 марта, качество воздуха в Кыргызстане оценивается как удовлетворительное. Это значит, что воздух не сильно загрязнен и опасности для здоровья не несет, но может быть вреден для особо восприимчивых людей. Министерство образования готовится к дистанционному обучению школьников. 4-ю четверть планируется провести дистанционно. Об этом Акипресс сообщает пресс-служба ведомства. Дистанционное обучение начнется 8 апреля. Как сообщают в Минобразовании, на данный момент готовятся видеоуроки. С 1 по 4 классы видеоуроки будут транслироваться в эфире телеканала «Баластан», а с 5 по 11 классы на канале «Илимбили». К работе могут присоединиться и другие каналы. Им был отправлен запрос. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов считает правильным введением круглосуточного комендантского часа. Как он сказал 30 марта на пресс-конференции в Бишкеке, есть разница режима чрезвычайного положения, введенного сейчас, от тех, которые были введены ранее. Это эпидемиологический режим ЧП. По словам Буронова, если ситуация ухудшится, то в местах, где введен режим ЧП, жизнь должна остановиться. С сегодняшнего дня в усиленный режим будет осуществляться патрулирование Бишкека. Об этом 30 марта сказал комендант города Бишкек Алмаз Урузалиев. По его словам, порядка 400 патрулей будут работать по Бишкеку. В отношении тех, кто нарушает санитарно-карантинные правила, будут приняты меры. Это были новости на сегодня. Не забываем поделиться этим видео с друзьями, а также подписываемся, ставим лайк и жмем на колокольчик.